Сегодня в Абхазии люди с ограниченными возможностями сталкиваются со многими проблемами, в числе которых и физические барьеры, не позволяющие им посещать различные учреждения, пользоваться транспортом, в общем, быть интегрированными в общество. Здания и другие объекты должны быть спроектированы таким образом, чтобы они были доступны для инвалидов. Как отметил глава общественной организации Ассоциации инфосодействия Алхас Тхагушев, в мире уже давно распространено понятие универсального комфорта, в рамках которого учитываются потребности всех без исключения людей. Такой комплексный подход уже много лет применяется во всех странах мира, что не только облегчает жизнь инвалидам, но и дает им возможность путешествовать. А учитывая, что Абхазия – туристическая страна, создание комфортных условий для людей с ограниченными возможностями в этом плане имеет большое значение. Сейчас мы заострили внимание на том, что понятно каждому горожанину, каждому жителю страны. Да? Это тротуары, пешеходные переходы, парковки и системы навигации. Все, о чем мы сейчас говорим, это то, что понятно для любого человека, то есть не только люди с инвалидностью и не столько люди с инвалидностью пользуются этими вещами, пользуются все, в том числе и гости нашей страны, которые приезжают сюда. Абхазия позиционирует себя как туристическая страна. И вот здесь тоже в рамках нашего сегодняшнего форума мы эту тему тоже очень подробно обсуждали, что это может быть потенциально очень большой прирост для нашей экономики, для нашей туристической сферы, потому что так происходит везде, во всем мире. В форуме «Универсальный дизайн» в Абхазии также не первый год принимает участие эксперт по ландшафтному дизайну из Екатеринбурга Елена Леонтьева, которая представила книгу «Доступная среда и универсальный дизайн глазами инвалида». Книга рассказывает о разных подходах к формированию общественного пространства, о создании доступной среды и универсальном дизайне. Елена Леонтьева также отметила, что для создания благоприятных условий для общества нужно перенимать опыт разных стран, и для этого есть все возможности. И очень важно, чтобы происходили какие-то реальные изменения не на словах, а на деле, потому что если изменения происходят, то меняется настроение в обществе, появляется вера в то, что ситуация меняется, и в этот момент, когда пространство меняется, оно привлекает интерес у туристов, которые могут сюда прийти, потому что оно становится другого качества. Это не требует больших затрат. Нужно изучать опыт разных стран и брать самое лучшее. Получается, что не только люди с инвалидностью, а и маломобильные граждане, это там, женщины с детскими колясками, маленькие дети, пожилые люди, и разные люди с разной формой инвалидности, даже туристы, которые с чемоданчиками ездят, они тоже хотят, чтобы их интересы были учтены. При обсуждении темы туристической сферы и приезда в Абхазию на отдых людей с ограниченными возможностями у одного из активистов Ассоциации инфосодействия Руслана Когония возникла идея построить отель с номерами, оборудованными для людей с ограниченными возможностями. Люди ездят, путешествуют, хотят все увидеть. И мы обязаны создать это, мы должны это иметь. Каждый отель 5-10% должен иметь номерного фонда для размещения подобного рода категории людей. Чтобы это сделать, больших затрат для этого не надо. Просто меняем архитектуру немного, вносим какие-то изменения и получаем новую, новую марку отелю о доступности, которая повышает его уровень, что отражается в дальнейшем на многом. Мы должны над этим думать. Это культура, это права человека, это мировая практика. Ассоциация инфосодействия не первый раз проводит подобные форумы и семинары по доступной среде и универсальному дизайну. И есть положительные результаты. Так, к примеру, силами городской администрации в городской клинической больнице и городских поликлиниках были установлены новые пандусы. Ассоциация инфосодействия и дальше будет продолжать свою работу. Гугуца Вардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.